2 часа езды от Праги, и мы уже в Германии, в городе Дрезден. Сейчас у нас будет часовая экскурсия, а потом у нас здесь нет никакой образовательной программы, она у нас только культурная. Мы до вечера будем гулять по этому городу, я постараюсь показать его таким, каким я его вижу. Этот первый король Саксонии, Йоган I, который смотрит уже не на Польшу, а на свою страну, на свой дворец, этот королевский дворец. Он был слишком образованным человеком, владел несколькими европейскими языками. Он перевел под псевдонимом Филалел божественную комедию Данте с итальянского на немецкий. Марк не может не сфотографировать животных. Кошки, собаки, лошади. Это все его профиль. Как веяние, точно такая же философия велосипедистов. Повсюду велосипедные дорожки, велосипеды. В Праге такого замечено не было. Продолжаем гулять по Дрездену. На самом деле Дрезден такой городок небольшой по сравнению с Веной и Прагой, в котором мы были. Все сосредоточено в центре. Но, как вы видите, все здания, все оно какое-то темное, черное. Как мне объяснили, здесь все горело, поэтому вот остались такие темные части зданий, а вот новые камни, они уже светлые. Но вообще пока очень впечатляет, очень красиво. Ну и вот как в любой в европейском городе есть такие вот статуи. Это уже, я думаю, никого не удивляет, но тем не менее очень красиво. Тут раскопки. Туран копается, наверное, или вон Туран. Копает себе картошку или каких-то останки. А вообще это Дрезден, столица Саксонии. Передай привет маме и сестрам и племянницам. Земфире привет. Все хорошо. Мы продолжаем гулять. В центре города есть какой-то базарчик. Мы, к сожалению, пока в него не заходим, но я думаю, мы обязательно сюда вернемся. Мы купили билеты и сейчас собираемся пойти в галерею старых мастеров. Мы уже внутри галереи. Это картина, где люди собрались. Это Рафаэль, Сикстинская Мадонна. Впечатления о музее таковы, что я вполне себе нормальное впечатление. Какая картина тебе больше всего понравилась? Мне понравилась картина, которая самая большая. Огромная картина, которую я нарисовал всю жизнь. Что там было изображено? Там было изображено Ульген, Болклар, Тюнклер, Буламар. Ощущи тарза, да? Мастер-класс вальса от Венеры в центре Дрездена. Сейчас мы с Лилией тоже попробуем. Ну что ж, двигаемся дальше. Сейчас мы направляемся в музей математики. Давайте вспомним, что такое синус, косинус, тангенс. Во всех музеях надо сдавать свои вещи. И поэтому надо еще и заплатить. Вот такая штука стоит. 50 центов есть у меня. Это мало, надо евро. Так есть вся 1,5 евро? Нет. Причем 1,5, надо дали 1 или 2, как я понял. В чем отличается? Думай сама, думай. Это музей математики. Да. Мы в музее математики. Здесь всевозможные телескопы, лупы и прочие раритетные вещи, которыми пользовались физики и математики. Итак, мы на базарчике. Погода, опять же, непонятная. То солнце, то дождик.
Вот это вот какой-то фургончик, где продается куча шоколада Милка. Мне кажется, некоторые из девчонок могли бы прям сесть в этот грузовик и уехать на нем домой. А вообще вот такое приятное место, какая-то ярмарка такая интересная. Только что этот мужик набрал пакет печенек и... Так, здесь нам попалось. 10 евро за пакет с шоколадом Милки. 9 евро. Неясно начинает разводить чувака, чтобы продать за 9. Традиционное немецкое блюдо — это сосиски. Сама взял с капустой и картошкой. А у меня просто такой хот-дог. Нет, расскажи, пожалуйста, что ты взял? Это копченая рыба. Ну, то есть, С листиком какого-то растения, не знаю чего. ну, то есть это хот-дог с рыбой? Это хот-дог с рыбой. Это Такого я еще не ход-рыба, видел. ход-рыба. Без этого не обошлось. Мы сейчас в огромном моле, в огромном шоппинг-центре. Так сказать, маленький шопинг никому не повредит, и поэтому сейчас разошлись все на час погулять по огромному молу. App Store. Здесь просто чуваки сидят в Фейсбуке, как в компьютерном клубе. Все поголовно. Никто вроде как не собирается покупать. Вот иногда в Германии можно встретить и советские машины. Семерка, ВАЗ, прямо в центре Дрездена стоит. Наш день потихоньку к концу подходит. Ну и погодка, я вам скажу, в Дрездене. Понимаете, что сейчас идет просто нормальный такой дождик, ветер дует. Минут 15 назад просто солнце очень сильно грело. И вот так очень часто меняется вот это вот. В данный момент у нас остался час, мы решили прогуляться до набережной. И вновь погода кардинально поменялась, снова вышло солнце, приятный такой запах после дождя, пахнет зеленью, мокрым асфальтом. А мы перешли на вторую часть города, перешли через мост, и здесь такая жизнь уже более спокойная, тихо, здесь очень много зелени, парки, фонтаны. Очень классно. В общем говоря, Дрезден на меня произвел отличное впечатление. Мне здесь очень понравилось. Такой милый, уютный, маленький, красивый городок. Всем пока!